3000 тонн пшеничной муки, которая поэтапно поступает в Абхазию, это жест доброй воли губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Решение об оказании гуманитарной помощи населению нашей республики было принято в результате личной встречи президента Аслана Бжани с губернатором. Так как Абхазия не является производителем пшеницы и всю муку закупают, он решил оказать помощь в виде пшеницы. Но в силу того, что у нас нет переработки, мы бы потом уже по поручению президента Министерства сельского хозяйства заключило контракт с Тихорецким хлебобулочным комбинатом, которому было поручено руководством Краснодарского края. И они вместо пшеницы нам фактически в виде гуманитарной помощи поставляют уже вот третий месяц муку высшего сорта. Первое время шла мука первого сорта, качественная мука. Для этой цели, для этого проекта Тихорецкий комбинат закупил определенное количество пшеницы, переработал, перемолол и не складывая, не храня в складах, прямо на вагоне отправляет к нам в Абхазию. И поэтому у нас вот каждый день по мере поступления мы принимаем и распределяем по районам. В республику уже доставлено 22 вагона муки. Ожидается примерно еще столько же. 3000 тонн муки с транспортировкой обходится в 70 миллионов рублей. Все расходы на себя взяла администрация Краснодарского края. Печально, что любое позитивное событие в наше время может приобрести политический окрас. Так, в обществе муссирует сомнение, что данная гуманитарная помощь несет в себе политическую подоплеку. Беслан Джопа особо подчеркнул, что это не соответствует действительности. Там новый руководитель Вениамин Кондратьев, который в Абхазии еще никаких деловых контактов не было. Он не является инвестором, он не претендует ни на какие недвижимости, земельные участки, и как это любят говорят наши сегодня. Но, тем не менее, хочу сказать, что это некрасиво перед нашими коллегами, когда они читают или видят, что какие-то разные слухи ходят о качестве, о низком качестве муки, или это когда сравнивают или приурочивают к каким выборам предстоящим или к политическим событиям. Абсолютно ничего этого не присутствует в данной акции, потому как мука распределяется всему населению. Надо просто вместо того, чтобы критиковать, поблагодарить наших коллег, людей, это все-таки, не понимая, что это руководство Краснодарского края, но тем не менее налогоплательщики, просто народ, люди, проживающие в Краснодарском крае, имеют отношение к этому, и все они одобряют. И это вот жест такой по взаимопомощи. Мы соседствующие вот с Республикой Абхазия, Республики Северный Кавказ и Краснодарский край должны в таком режиме работать, в режиме взаимопомощи, в режиме добрососедства. Из 22 вагонов муки по 5 распределили Гудаутскому и Ачимчирскому районам, 3 вагона Гулрыбскому району, Сухумскому и Ткачалскому по 2, в Галский и Гагрский районы доставили по 1 вагону муки. Вся гуманитарная помощь раздается главам сел, которые затем распределяют ее между жителями, малоимущими и многодетными семьями, семьями погибших и ветеранами войны. Дифференцировано все было по определенным категориям граждан. То есть самое первое, на что мы смотрели, то есть первые списки у нас, первая партия была по многодетным семьям, то есть 3 и выше. У нас были такие, у кого и 5 детей. Мы не можем ему 2 мешка дать. То есть мы давали и 3 мешка, и 4 мешка. Далее пошли уже категории, скажем, нуждающихся. Потом появились категории, скажем, помимо многодетных и нуждающихся, те, кто действительно вот по нашему усмотрению, вот вроде бы и детей немного, да, и не так нуждается, но все-таки не помешало бы и ему мешок дать. У меня не осталось, потому что у меня очень большое село, многочисленное село, у меня 1280 дворов, вот. Поэтому, естественно, там всем не могло хватить. Мы всего лишь пока раздали 80 с чем-то мешков. То есть мы сейчас ждем поступления. От того, сколько мы получим, от этого будет зависеть, как мы раздадим ее. Если вдруг мы видим какие-то обиды или какие-то разговоры, которые, скажем, никакого отношения к гуманитарной помощи не имеют, мы объясняем, что никакой здесь политики нет, политической акции. Это просто гуманитарная помощь, просто поддержка населению в тяжелое время. Мы также по телефону связались с главой администрации села Ачандара Астамуром Царгуш.
Первым долгом в селе дали категориям: инвалидам первой группы, семьям погибшим, инвалидам второй, третьей группы Отечественной войны народа Абхазии 92-93 года. Потом малоимущим, многодетным семьям. Настолько гуманитарную помощь нам дали, и хватило, значит, и на жителей села. Почти, можно сказать, 80-90% охватили все село. Люди с благодарностью приняли гуманитарную помощь, отзываются хорошо. Село приняло от души, как гуманитарная помощь приняло село, а не как политическая, там, политический ход в преддверии выборов. Никаких разговоров на эту тему в селе у меня нет и не должно быть. Стоит отметить, что в некоторых селах гуманитарную помощь раздали всем жителям. Как нам пояснили, это зависит от количества переданной пшеничной муки. В городах гуманитарную помощь распределяют через домоуправление. В ближайшее время ожидается новая поставка гуманитарной помощи из Краснодарского края. Алика Трапшира, Мукамке, Абхазское телевидение.